В эфире 31 канала самая позитивная программа «Бәріміз сөйдеміз». В период карантина мы поднимаем вам настроение, чтобы вы оставались дома. В студии Наталья Райм, и сегодня моим гостем, собеседником будет талантливый музыкант, певец и один из самых завидных женихов – Али Окапов. Добрый день, Али. Спасибо. Добрый. Как ваше настроение в карантине? Отлично, все хорошо у меня, спасибо. Али, многие мои гости, с которыми я успела побеседовать в этой программе, признаются, что карантин внес какие-то значительные изменения, как в профессиональную жизнь, так и в быт. Что у вас поменялось? Ну, если взять профессиональную жизнь, то, конечно же, она просто-напросто остановилась. Отменили все концерты, все выступления, все съемки, и это, конечно, это было неожиданно, и это нелегко. Насколько легко или тяжело создавать что-то в изоляции? Как часто посещает вас муза? Вы знаете, с этим как раз-таки проблем нет, потому что век технологий, век интернета все-таки сделал свое дело. На этот же отмененный только что проект мы, кстати, написали и практически закончили песню каждый в своем доме. То есть все люди, которые отвечали за ту или иную работу в создании песни, делали ее из дома, высылали ее онлайн, и мы все это делали, и дело оставалось за малым, только записать голос. Поэтому, в принципе, в этом плане никаких сложностей я не вижу. Многие артисты в карантине стали напевать любимые мотивы. У вас не появилась такая привычка? Я не люблю петь в жизни. Я люблю петь на сцене, в условиях, с техническим оснащением и 5-10. В жизни я, кстати, практически не пою, поэтому как-то так случилось. Конечно, есть долг перед подписчиками, перед слушателями, перед страной даже иногда, и мы участвуем в всякого рода челленджах. Я лично сам уже поучаствовал, наверное, в 7-8. Сегодня, кстати, выйдет челлендж уже с участием российских звезд, с Ларисой Долиной, с Байгали Серкибаем. Мы все вместе сделали еще один челлендж. Как-то так, а в целом в свободное время я обычно не пою. Такой я странный певец. А можете нашим телезрителям раскрыть тайну вашего челленджа? Что вы пели? Мы пели песню, которую исполняла, она, кстати, была не первая, но, тем не менее, самый известный вариант это был Ларисы Долиной. «Всегда быть вместе не могут люди», но это был переделанный текст. И, то есть, весь посыл, естественно, заключается в том, что, несмотря на то, что мы сейчас на расстоянии, мы все едины и мы все рядом. Все-таки не сочтите за наглость. Может быть, вы нам споете? Могу спеть кусочек маминой песни на казахском языке. Она называется «Сенемін», что в переводе означает «я верю». Мне кажется, это будет кстати. Очень кстати. Сенемін, бақытқа бастайтын жолға, арманым жетелер алға, тағдырдың тезіне көнемін, сенемін. Я верю завтра. Ой, спасибо, благодарю. Да, нет, что. Вы выросли в семье, где мама и отец сильные знаменитые личности. Но, тем не менее, насколько я знаю, вы пробивали свой творческий путь самостоятельно. Насколько вам важно было доказать, что вы сам по себе уникальный? Да, в принципе, эта борьба никак не отошла в сторону, это до сих пор продолжается. Каждый раз приходится доказывать это. Несмотря на то, что я дебютировал как сольный артист уже где-то 8 лет назад, и, казалось бы, уже за этот период, если бы все было, скажем, благодаря другим каким-то силам, то все бы закончилось. Но, тем не менее, скептики остаются, и это нормально, потому что для меня это лишняя мотивация, лишний повод каждый раз работать над собой, продолжать свое творчество. И в целом, таков мой путь, наверное, такова судьба. Мы ее не выбираем. И, вы знаете, до сих пор некоторые заголовки СМИ, какие-то мои новости обо мне или какие-то мои высказывания пишут так: сын Розы Рымбаевой сказал то-то, то-то, то-то. Как будто у меня имени нет, как будто у меня нет своей фамилии, как будто, грубо говоря, я не медийный человек, да? Люди-то знают в любом случае, но почему-то им так удобнее преподносить, но я их тоже за это не виню, это их работа, собирать рейтинги, цифры, может быть, так больше получится. Действительно, все-таки это факт, что они мои родители, и то, что они были, есть и являются сильными музыкантами, это тоже факт.
И, почему бы это не отмечать лишний раз? Многие артисты из-за карантина уходят в онлайн. Ваша мама, Да, Роза Рымбаева, дала концерт. Российские да, певцы поют в YouTube. Даже премьеры фильмов уже тоже перешли в интернет-пространство. да. Вот у вас на этот счет какие планы? Может быть, вы тоже готовите онлайн-концерт? Или несколько выступлений? Вы знаете, да, вот действительно, мама дала не один, а два онлайн-концерта, и я участвовал в этих концертах напрямую, как некий номинальный музыкальный продюсер, так же как инструменталист и аккомпаниатор. И нам это, если честно, было непривычно, когда нету никого, но в то же время нужно петь для всех. Ну вот и согласитесь, да, очень многие артисты, я не знаю, как Роза Куанышевна, но тем не менее все Мгм. артисты говорят, что не хватило глаз зрителей, не хватило вот этих аплодисментов, не было обратной связи. Как у вас М, ощущения? Вы знаете, да, есть такое ощущение, что вот когда ты пишешься на студии, и ты выдаешь там какие-то ноты, какие-то фразы, какие-то мысли, обратного отклика-то нет, впереди тебя только микрофон и максимум звукорежиссер. Было такое ощущение, что мы писались на студии, нежели выступали перед зрителями, так скажем. Но у нас была некая обратная связь, у нас была девочка-редактор, которая сидела по ту сторону камер и выдавала какие-то очень важные вещи, Мгм. написанные на вот такой доске, знаете. Мгм. К примеру, вас смотрит там столько-то тысяч человек, к нам подключилась Франция, к нам подключилась Украина. Но одним из самых интересных таких сообщений было ближе к концу концерта, когда она написала, я следил за ней, она долго смотрела на эту досочку сама, но все-таки подняла ее, и там было написано «Вас смотрит президент». В этот момент мы с мамой переглядываемся друг на друга, и потом мама невольно, не знаю, зачем она это сделала, она вдруг решила сделать поклон такой, вы знаете, в камеру. Здорово. Зачем? Но, в общем, она это сделала рефлексорно. Все-таки президент, первый человек страны, поэтому вот так вот мы примерно понимали, что не просто так мы поем. Али, у меня Да, вопрос личного плана. Вот вы очень пожалуйста. завидный жених. Многие казахстанцы, холостяки, в период карантина сделали для себя вывод, что как только закончится изоляция, они сразу женятся. У вас не появилось Мгм. такое желание создать семью? Вот вы знаете, такие мысли поступают. Ты действительно, сидя дома в изоляции, наедине со своими мыслями и со своей жизнью, так скажем, да, вне артистической, то ты делаешь некие выводы и понимаешь, что в какой-то мере ты жил неправильно. Я вам желаю в этом удачи. И еще про семейную Спасибо. жизнь говорят, что это лотерея. Пусть это будет самая удачная ваша лотерея. У меня следующий вопрос. Изоляция вот действует на людей Спасибо. по-разному. Кто-то ищет в этом плюсы, кто-то Мгм. читает, изучает иностранные языки, проходит онлайн-курсы. А кто-то, наоборот, считает это временем для отдыха, для перезагрузки, кто-то высыпается. У вас вот это время, оно для чего? У нас такой некий санаторный режим. То есть мы высыпаемся, мы спим до стольки, сколько нам нужно, грубо говоря. Но, тем не менее, после приема пищи у нас есть уборка дома, потом у нас есть второй прием пищи, позже у нас есть тихий час. После тихого часа свободное время у нас где-то, часа полтора-два получается. И позже мы стараемся заняться уже, в последнее время занимаемся более активно спортом. Даже в пределах своего дома, даже бегая просто по ступенькам вниз и вверх, это отличная тренировка ног. И самая классная часть дня лично для меня – это просмотр фильмов. Каждый день в 22:00 у нас просмотр фильмов, то есть мы всей семьей собираемся, мы соорудили такой некий уютный уголок перед телевизором, и онлайн смотрим фильмы, которые нам нравятся. Для мамы это вообще откровение, потому что она в кино не ходит, и она практически выпадает из всех новинок, и мы ей показываем все, что выходило за последние, наверное, лет 15, лучшее. Билайн помогает казахстанцам, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса. Оператор сделал взнос в фонд Бергемс 312 миллионов тенге. Вдохновляем, помогаем и делаем это с радостью. Билайн. Живи на яркой стороне. Есть ли у вас формула хорошего настроения? Лайфхак для позитива. Ешьте то, что вы хотите. То есть не всегда это даже какая-то правильная еда или полезная, так скажем, да, но тем не менее для меня настроение очень важно. Тем более сейчас иммунитет ведь тоже от настроения зависит. Это сейчас очень важно. Любите сладкое, да кушайте сладкое, пожалуйста. Любите фрукты, там тем более есть витамины. Стоит просто сходить в душ,
это уже какое-то добавляет, ну, естественно, ощущение свежести, приятно. Одеть красивую одежду, свежую, новую одежду, ту, которую тебе хочется, это тоже еще какой-то процент добавляет. А если параллельно это делать под хорошую музыку, то есть еще больше становится настроение. Ну, вот как-то так. То есть вот такие простые мелочи, которые, казалось бы, просто, ну, как сказать, исполнить, да, они действительно огромное влияние имеют на наше настроение. Али, я благодарю вас за интересный разговор. Вам удачи Спасибо. и только хороших новостей. Взаимно. С вами, дорогие телезрители, я прощаюсь до завтра. Оставайтесь дома и берегите себя и близких.